конца прошлого года в приморской столице группы в красных костюмах впервые вышли в море. Это развлечение пришло к нам из Финляндии. И теперь гости могут плавать в Амурском заливе на мелководных бухтах. Арктическое купание продолжается час. Аналогичные мероприятия уже организовывались в России, а именно в Мурманске, Архангельске и на Байкале. Перед заплывом обязательно проверяются погодные условия и место. В одной группе могут находиться до 10 человек. Для выхода на лед нужна необходимая экипировка. Как вы видите, она состоит из цельного сухого гидрокостюма. Это все надевается на собственную одежду. Как правило, обычно надевают внизу термобелье, сверху флисовую кофту. При необходимости также надевают теплую балаклаву и небольшого размера капюшон. Сзади, как вы видите, можно прикрепить также воздушную подушку, которая помогает гостям не переворачиваться наперед и держаться на плаву на воде. По словам инструктора, костюмы для купания абсолютно безопасны и предназначены для выживания на воде. Они весят около 8 килограммов, ширину около 7 миллиметров, но не ощущаются в процессе. Рекомендуется находиться на спине, чтобы избежать попадания воды в костюм при перевороте. Для перемещения по воде используются руки, а инструктор внимательно сопровождает новичков. Теперь во Владивостоке можно купаться круглый год. Город активно развивает развлекательные и туристические направления и всегда готов радовать своих гостей.